Династия телевизионщиков семьи Ивановых началось с радио. Самая первая из династий Евстолия Петровна Иванова 1926 года рождения. Она живой представитель главного события ушедшего века Второй мировой войны. Она в юные годы, сразу же закончив техникум электросвязи в Якутске, поехала работать техником радио в село Сакырыр в Вено-Бутантайском районе. Почти 1000 километров на север от Якутска. Там и встретила свою судьбу Нила Ипатьева. Он также был связистом. Что интересно, в 1945 году, в День Победы, была смена Евстолии Петровны. И этот день она запомнила на всю жизнь. Начали звонить, все звонят, а куда люди будут звонить? Конечно, как раз они попадали на радиовещание, и я там дежурила. Ну, и я так тоже окончила, там меня сменили, я и не пошла тоже домой. И так а день был, знаете, до того жаркий, ужас. У меня даже вся кожа сгорела, вот на руках и на лице. Вот такой был жаркий день, 9 мая. 3 года отработав в Сакырыре, новоиспеченная семья Ипатьевых приехала в Якутск, и Евстолия Петровна устроилась на работу в якутском радио. Здесь она поработала до 80 лет. Сейчас в свои 92 года она очень хорошо себя чувствует, и как хорошо, что не отказала нам встретиться. Ну, работала, как все время работала. И мне другого ничего не представляла. Мне нравилось работать. Дочь Евстолии Петровны Зинаида Ниловна пришла на телевидение в 1976 году, 20 лет на телевидении, и о годах, наполненных дерзанием творческими порывами, настоящей дружбой, она вспоминает так. Думала, никогда не справлюсь, но технику нужно было знать. Но очень быстро мне помог Афанасий Филиппович, мы с ним нашли общий язык, он мне очень сильно помогал. И вскоре я стала работать самостоятельно режиссером в детской редакции. Сын Зинаиды Ниловны Андрей Рукавишников, несмотря на профессию финансиста, пришел работать в годы перестройки в 1992 году оператором. А может, все потому, что в школьные годы он был диктором детских передач «Красный галстук» и «Книжкин дом». А потом у меня одна работа не пошла, вторая. Везде мне было скучно. Ну, везде у меня, в принципе, все получалось, но мне везде было скучно. Вот это однообразие, рутина. А тут попал на телевидение, и все, и сразу же понял, вот оно, то, что надо мне, вот именно мне. Сразу легла душа. Сын Андрея, Виктор Андреевич, 3-й год по стопам отца работает оператором. Отец говорит, что камерой сын познакомился еще в детстве. Отец много меня с детства записывал. У меня много видеороликов, кассет. Но я после школы поступил в колледж. Отучился в техникум связи на связиста. 4 поколения Ивановых почти век служат на телевидении и на радио. А ведь все происходит ненарочно. Но, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Аня Васильева, Андрей Лазарев, Семен Афанасьев. Новый день.